Анашка очень хотела пойти в театральный. Но в то время очень было тяжело с этим, потому что как бы девочек пытались не отправлять на такие профессии, поэтому в ней это все осталось. Она пела там на всяких юбилеях, она всегда выступала, она всегда была в центре внимания, и все об этом знали. Ну, видать, по генам, наверное, и перешло ко мне. Сау болсын Мунир Аға Аблаев. Ну, я считаю как бы его своим учителем именно в крымско-татарских танцах, и он мне дал максимум, что он мог дать. Я это все получил, и как бы я это пытаюсь, из этого мы попытались до этой айтеш сделать что-то новенькое, то есть какие-то движения, то есть какое-то что-нибудь продвинутое, чтобы что-то было уже интересное, то есть уже как бы можно даже сказать, чуть стилистику, может, поменяли, то есть на базе того, что мы уже знали. Diyarbakır'ın akayı Osman. Ne? Osman. Ha, nasıl akayı? Toksa yani yarının toyuna gelindi. Annem bana kızımla Atay'a vereyim deyip bana mektup yolladı. Demek size Tatar poçtası yaramaya çalışır. Toy olğandan endi bir ay. Все актеры, которые работают в театре, они сами знают, насколько морально это очень сложно. То есть человек должен понимать, идя в эту профессию, что это нелегкий труд, и он должен будет и потом, и кровью полностью отдаваться себе. Это внутри он должен себя полностью зрителю показать, то есть какой он есть на самом деле. То есть этот образ, который он несет, он должен полностью этим жить. Это очень сложно. То есть это очень большой труд и очень тяжелая профессия. Начал уже поднимать с азов и пытаюсь профессионально как бы их привести к тому, чтобы они тоже получали удовольствие и радовали своих родителей, дедушек, бабушек. Кірсем ола ма? Не үшін? Чүнки сымсылағым. Яғмұрға ұшай. Сон, кірсем ола ма? Кім олғаныңызны білмеймін. Мені мыды білейді. Бұл сіздің қабатыңыз дегіл. Мы для вас работаем, мы для вас, зрители, работаем, и поэтому все спектакли, все концерты, все, что мы делаем, это все делается для вас.